В этом доме, в центре Сухума, на улице, сегодня носящей имя выдающегося абхазского политического деятеля Нестора Аполлоновича Лакоба, в 20-30-х годах 20 века жила его семья. Он, его супруга Сария и сын Рауф жили на втором этаже. Когда-то здесь также играла музыка и собирались люди. Сария Лакоба была гостеприимной хозяйкой, часто накрывала столы, гостями которых были первые лица Советского Союза. В ходе одного из таких застолий произошел интересный случай, о котором нам рассказал историк, общественный и политический деятель Станислав Лакоба. Но был еще волк, который фактически стал ручным. И это очень многие абхазцы помнят. Это было 20-е годы. Кстати, одна фотография есть. На фотографии здесь у входа прямо Молотов, тоже Лакоба, Молотов. Ну и говорят, было застолье, потому что он был... Даже кто-то говорил, что это был день рождения Рауфа вообще. Когда вот они и дома как бы отмечали. А этот волк, который вырос, прямо вот в семье вырос, так полюбил Нестора, в общем, с ума сходил с Нестора этот волк и вел себя как, домашний зверь, можно сказать, как собака, что ли. Приходил, его встречал с работы и провожал на работу даже. И все говорили, вот волк Лакоба идет. Это было. Его никогда не держали на цепи. Накрыли стол. Большой стол накрыли. Но и так как Молотов и эти люди, его посадили на цепь. И в самый разгар застолья, когда все это происходило, он услышал, голос Нестора услышал. Этот волк сорвал эту цепь, и был огромный стол, он прыгнул на этот стол и пробежал прямо к нему и начал ему лизать лицо, там его обнимать. И говорят, Молотов был в ужасе. Это что такое? Они были ошарашены. Настоящий волк. 28 декабря 1936 года жизнь семьи Лакоба вмиг перевернулась. В доме Лаврентия Берия в Тбилиси был отравлен видный деятель коммунистической партии, руководитель правительства Абхазии Нестор Лакоба. В Абхазии он был национальным героем. Это событие стало трагедией не только для семьи, но и всего абхазского народа. Причем Нестор Лакоба позже был объявлен врагом народа. Чтобы подтвердить это, власти Грузии арестовали его супругу Сарию Лакоба и жестоко пытали, чтобы она признала за мужем данный статус и надуманные преступления. Об аресте матери знал сын Нестора и Сарии, 14-летний Рауф. Это было 30 октября 1937 года. Берия после смерти Лакоба почти год не появлялся в Абхазии, в Сухуме. И он приехал сюда и руководил процессом. Как раз открывался процесс над 13 лакобовцами в театре. И вот где сегодня русский театр, там был кинотеатр Апсны когда-то. А Зураб Вианорович стоял вместе с Рауфом напротив, прямо вот где было кафе «Белый медведь», кажется. Так визуально, чтобы можно было себе представить, кто помнит. И вдруг они увидели, идет Берия. И впереди охранник шел и сзади, на противоположной стороне. И Рауф вдруг говорит, Зурик, я, говорит, должен подойти к Берия. Тот говорит, не надо тебе к нему подходить. Как я, говорит, могу не подойти, когда моя мама сидит, говорит, посадили мою маму. И он, в общем, подошел к нему, и Зураб Иванович говорит, когда он подходил, ему явно не понравилось. Берия, он немножко переполошился, охрана тоже как-то была на взводе, так встревожена, но они увидели, что подошел мальчик, о чем-то говорит. Разговор был очень недолгий, может быть, минуту-полторы, говорит, даже, может, меньше. И он вернулся, Рауф. Зураб говорит, что? Он говорит, все нормально, он мне пообещал, что я увижу маму. И 31 октября, с 30 на 31 пришли, его арестовали. Так, цинично и жестоко Лаврентий Берия сдержал свое слово и арестовал 14-летнего мальчика за то, что он заступился за мать. Вместе с ним были арестованы его двоюродные братья Тенгиз и Николай Лакоба. На выставке, посвященной столетию со дня рождения Рауфа Лакоба, представлена копия письма, которое он написал сразу после ареста. Начинается оно словами «Дорогой дядя Лаврентий». Мальчик не осознавал, что человек, который якобы дружил с его отцом и часто бывал у них дома, стал причиной невыносимых страданий семьи Нестора Лакоба. Подвергался допросам, таким истязаниям, но не признал свою вину. Потом его перевели в Тбилиси.
Вот. В 1940 году его по требованию Берия перевезли во внутреннюю тюрьму НКВД в Москве, в Лефортово. И там продолжились эти допросы. Причем он, когда приехал, обратился с письмом к Берии 20 апреля уже. 1 апреля его привезли туда, доставили. 20 апреля он обратился, он содержался там в камере номер 4, 4-й камере. И он обратился с письмом, что он, в принципе, ни в чем не виновен. И я не верю, что мой папа враг народа. Вы знаете нашу семью. И, кстати говоря, вот эти архивы, они в 1989 году, когда Владислав Артенбов был депутатом Верховного Совета, он через бывшего председателя КГБ Крючкова получил доступ. И он делал выписки. Потом эти материалы он передал, в частности, и мне. И вот вышла у меня книга «Очерки политической истории Абхазии». И там эти материалы есть, со ссылкой на то, что они были выявлены Арденбовым Владиславом Григорьевичем. Документы, конечно, поразительные. Ни Сария Лакоба, ни Рауф не признали Нестора Лакоба врагом народа, несмотря на жуткие пытки. 16 мая 1939 года Сария Лакоба при смерти лежала в тюремной камере. К ней в очередной раз пришли сотрудники НКВД с бумагами, чтобы она расписалась под документами, тем самым признав, что ее муж предал Сталина. Из последних сил она встала, наклонилась и облила кровью бумаги, вымолвив: «Вот вам моя подпись навеки». В этот же день Сария Лакоба скончалась. К сожалению, их сына Рауфа также ждала жестокая участь. Он и его двоюродные братья Тенгиз и Николай Лакоба после долгого ареста и пыток в июле 1941-го были расстреляны. Им всем не было и 20 лет. В честь столетия со дня рождения Рауфа Лакоба в историко-мемориальном музее семьи Лакоба, где они когда-то счастливо жили, состоялась выставка, которую открыла директор Людмила Малия. يقوب دزدر كوز قنا خوشتا يخز يغمزر قلاب دزبالشون أخيقو يخز وكيم أي يبادريتكم يري دنتكز أبري يانرتها تشكيلا أجبال خاربون وبس واسينها دغن تكن سريلكش убри илвид абри Сталин дын сачта разный илвид шака адживал харкус хуюк из самшин убри абхюс дыршон дырпхон ашал джархон нас лылый шагус лычкун зыджа дырпхон у вас акучил дырпхон ила и пынца, и чё, и кыным то хабалайки аша, и бурбур хаялан. Убрисхага ахчин, и кнутам дедершон. И Васина идзеги илхоз, абри сария, абри нылбалай, ичкун ди лыбжиблом, аха лыбжим, лыджа абжибзи, абри аподвал, абри а камера куехтакыз рыбжи хабалаги рахон брисхаха лаха расшан. На открытии выставки также выступили люди, чьи родители, бабушки и дедушки лично знали Рауфа Лакоба. حوادرقوان شعادزيروها الخيطة وز حناق درقوا الخيط الميكروفون الله عالشيء حيبشا تيجي نكرت ويجيب لسقال شموجة الكهربائيو لا حالة تجد عباس وبيقو عبرا عجلري رخاتشو حالة قلوب حيهيتا ناس تنالغني يكوي بشازيتو بجيكرو مع يكرو الخيط وفا راوف دقن كوكا دقن كوكوشا حيا حوانو الحيط دقن الحيط سرا الحيط ناتش تلس شتاعة دي حتى من أشكولا بر ناتش تلس شتاعة دي حتى من حندلس حزكاز حزدرا زمدرا كوكا الحيط
Ихарца закуя бюджетна школа амца цирцани изглоки хазыру закуя изаспеа да и лашинул хитценца абасдогано Рауф хчик ва сксук рубжазу хайзлал хаза Рауф хади ханкока ицкисучик ю закуя қоцар қолгома усқаладзом арада чакала хазнеро хайханал хчик дейкуйки тахал хит хаззеги бишбе хавазала хайлагыланал убысқанде жухшпсани хыцваз апшагылара има неубертиған тау има забрияла акырги харада схуцваз ацей апекшбзе змаз ацей знашгуваз убертиго парай лажа кюлбезде Рауф хочет демтарк я бейберия и цемнокулазеевец фемзи дештакази зебдервзи чацал мишхизееви дядя Лавренти хыршпсатвет образ такой, что созахтарк аз создервамха ацал мишханееви и нее до сих пор этот щенок живой, что ли? Немедленно его расстрелят, Аббас Исалам мишхойнабадзе иви. Джаханам и тыбхой, и ради пацадуги, убар джаханам ртыбха атраншазшат сиюху. Так уничтожить такую семью, не знаю. А Лакоба, мама говорила, пришел к нему пожилой человек, что-то просить начал, вот спрашивает, а тот взял и стал на колени, пожилой. Лакоба говорит, как, не мог поднять, стал на колени рядом с ним и так его слушал. Тогда и тот поднялся тоже. А мама и не слышит, он вообще плохо слышал у него. Она ему как-то сказала, говорит, ну вы же это слышали, Таня, я когда надо, все слышу. Ну, не знаю. И очень добрые, семья, все были очень добрые. Присутствующие сошлись во мнении, что дом семьи Нестора Лакоба, который официально в 1983 году был объявлен историком-мемориальным музеем, необходимо восстанавливать. Здание во время грузино-абхазской войны сильно пострадало и сегодня является аварийным. أمرأة ينقلنا حرتشلو أبريو بيجا أبسيشة جزر تاز يتعطشقية لقى جنات كلها تسيروا دزشيز الله كا قلت جهنم تسب يلا جزر أبخا أدريب شيخ زوا يخرج زي خدرزز Ахаметяна Апсуара, Мец Апсуараю, Апсуаре Хасхаша, Ацейчо Гылов Хасоко, Аха и Хафуде, Хабреде, Хучики Азхапшу Бзю Хасоко, Абас Абери Хахгуло, Яшатагуло Саиша Злабола, Абриера Абиячкун, и до Хакияца напомняша Абрета Гылозаша Свияну. Гузырхко, Ярабрах Гулуги, вы ргу ялсерги бриги яшума абас абриш пау абас яхан забри президент ша ай вот ицот арабрида сиздрум яра малз могила хама михарт ора меценат шесмицпо ястрауму вау забра хапснап шдро куямаз аззаваз урстун дершо иреха абсаги иқопи амала хинткар изахопшо абриирхаз шахайд зигизиг хазани бхаширо الجزباون في بستة زو الجوار في نزا ستوب حبس بخزوب على خن زوازك خرشنا يسكح خرشنا يخا وتروح هذا يسكح هذا خلص زوا يخا حشبع زاريح بس على ياخذ خبري لتا أبرد قلوب بحس سرا يري خوشتعرض مرتشز خوشتعرض نزيد شر على رنا بيبحث لابوز
برياب خذ خنابي درقنا بريا أو تخو أزهن ساشم خنش لن تبوك خلاص حو أبي بسخا خب شو أبري لر دخن زدروي الطرق يزدروي أبري أخينا قلي شوق زنزاسكي نعلى شمال زمكن يرى لقوبة دود زي خلاياكم كوا يرى حرازك حزيحن داري بخشرني خو بياشد وبريغي تصدق عين تصدق خزن زح شوير تبش حزا على زوم أبسوا على زوم بس يناف قاف قيام تبع سيالي جيت حبسي سبحزون سرقي في الجوسي حبسون وبريغ حز خدسنا بريغ حز خدسنا بريغ يا سبحانه خنزة حلشة اللي نشبيه كردونا رويدة خايوة جيب يريخان والقوحة وعيوان يويز شبراكم إذا صار بشرة زوزي حرزك وبس يبش يشاورت إن كعة وزريح تبش زحن حخوص تبش يلا شاور وقول يبصلك تبش أبريو نفسه طلب يا الله. Выставка, посвященная столетию со дня рождения сына Нестора и Сарии Лакоба Рауфа, будет открыта только 28 июня, так как здание музея является аварийным и непригодно для долгого посещения большого количества людей. Анастасия Никонова, Инала Гухава, Абазатовая.